Как живут самые красивые девушки после конкурса? Этот вопрос, безусловно, интересен всем. Большинство думает, что коронованные красавицы даже после конкурса продолжают жить в сказке. Ведь они запоминают их в свете софитов, с короной и в шикарных нарядах. Мы обычные люди, которые по воле судьбы стали публичными, говорит моя сегодняшняя гостья, которая была и остается признанной красавицей якутского, российского и международного конкурсов красоты. Сейчас я жду в гости одну из лучших и самых красивых титулованных красавиц. Мисс Якутия 2003 года, вице-мисс Россия 2004 года, мисс доброй воли конкурса Мисс Интернешнл, который проходил в Токио, а потом в Пекине. Словом, одну из самых красивых девушек, якутский бриллиант, который заявил о якутской красоте на весь мир, прекрасную Наталью Колодезникову. Наталья, здравствуй. Здравствуй. Рада тебя видеть, прекрасно выглядишь. Ты, наверное, помнишь или не помнишь, в 2003 году, сразу после конкурса, я брала у тебя интервью по телефону. И вот тогда, после интервью, я для себя решила достойное. Потому что сколько я брала интервью у всех мисс, у всех красавиц, одна ты говорила с изобразительным искусством, своих любимых художников. Мы с тобой проговорили, по-моему, часа 3 и рассказала о своих любимых книгах. Даже меня переспрашивали: вы не читали Зюскинда, парфюмера? Как? Все, я на следующий день пошла в книжный магазин, купила эту книгу, и теперь она является моей настольной книгой. Действительно шикарная книга, ощущаешь вот эту атмосферу, вот эти запахи, ароматы, проникаешься вот именно в мозг, да, в чувства вот этого главного героя. Шикарная книга. И действительно, к этой книге можно обращаться в любое время, да? Поэтому тебе отдельная благодарность. И очень рада, что ты сегодня пришла на площадку передачи «Фотоальбом». Насколько мне известно, ты не давала интервью. Мало кто о тебе знает. Были интервью только о конкурсе, о твоих волнениях, стремлениях, о том, где ты училась, чем занималась, какие мысли у тебя, никто не знает. Да, интервью я очень давно уже не давала, поэтому это мой, как говорится, дебют. Я думаю, что все у тебя получится, поскольку ты была на сцене якутского конкурса, стала вице-мисс Россия, да, на российском конкурсе, да, потом дальше еще Япония, Токио, поэтому заявила о себе, вот как я уже ранее сказала, всему миру, о якутской красоте, не просто такой, да, поверхностной красоте, а действительно вот с внутренней начинкой, содержанием. Вот ты принесла альбом, я вижу у тебя черно-белые фотографии, да? Это твое детство. Вообще расскажи, какой ты была в детстве? Я вот подготовила фотографии, черно-белые хотела показать. Я родилась в поселке Хандага, это Тампонский район, и прожила там до школьного времени. И после уже мы переехали в Кобяйский улус, поселок Сангар. А школу я заканчивала в Якутске. Папа у меня милиционер, и его направляли по службе вот в разные районы, и так и получилось, что мы ездили. Кочевали. Вот кочевали, да. Вот мои детские фотографии, черно-белые. Вот здесь я совсем малышка, это я с братом родным, Семен его зовут. На самом деле это мои единственные фотографии, да вы что? Где я, да, маленькая, потому что... Вот это все твое богатство. Это все мое богатство, да, потому что как-то у нас... Я даже не знаю, то ли фотоаппарата не было, то ли это было не так популярно фотографировать. Я не люблю фотографироваться, может, это с детства. Но вот эту фотографию, я помню эту игрушку, например. Эту игрушку, помню вот эту обувь, вот эти ретузы, да, и вот этот наскоро завязанный бант «Наташа, смотри в камеру». Вот, это я помню. Конечно же, самая праздничная часть квартиры – это сервант с хрусталем, с добром, да, и вот такой у меня немного испуганный, декорациям, да, испуганный довольно такой взгляд. Родители моей героини, несмотря на занятость, всегда делали все возможное, чтобы направить и подсказать своим детям правильный путь. Мама Натальи, Людмила Егоровна, была микробиологом молочных продуктов. Отец Игорь Семенович всю жизнь проработал в милиции.
Моя героиня росла с братом, поэтому вместо кукол были автоматы и совсем не девчачьи игры. Но тем не менее Наташа всегда училась хорошо. Успевала ходить на танцевальный, участвовала во всех школьных олимпиадах, без нее не обходился ни один концерт или конкурс. А любовь к книгам привела ее в школьную библиотеку, где каждый день в течение 2 лет Наталья после уроков приводила в порядок стеллажи и картотеку. Именно в это время она перечитала всю русскую и зарубежную классику. Все равно семья у нас очень крепкая, дружная. Вот, есть свои традиции, обычаи. Родители, люблю, они меня поддерживают всегда во всем. Что бы я ни делала, какой бы не совершила поступок. Всегда меня- были такие моменты? Ну да, были. Всегда прощают, поддерживают. Да, за это я им благодарна, люблю их очень сильно. Ты всегда была такой вот примерной, правильной, такая вот скромная, наверняка хорошо училась. Ну, я росла с братом, брат старший, поэтому я была не скромная, я была активная, да, всегда бегала за ним, повторяла, пыталась попасть в их мужские мальчиковые игры, войнушки, в разные догонялки. Казаки-разбойники. Да, казаки-разбойники, индейцы, пленные и так далее, и так далее. Всё было. Да, все было, поэтому я такая активная девочка, у нас очень много братьев и сестер двоюродных, что у моей мамы много братьев и сестер, и поэтому у меня двоюродные, и у отца также. Поэтому всегда надо было быть первой, быть лидером, всегда стараться везде побеждать, выигрывать, придумывать миллион разных игр. И даже без игрушек мы всегда с утра до вечера веселились, балдели на улице всегда. Ну, это я про летнее время рассказываю, как у бабушки, например. Вот. Ага. Да. А кем ты мечтала стать в детстве? Вот ты рисовала, ну, многие девочки рисуют принцесс, да, хотя бы королевами, красавицами, примерить корону, там, в твоем Самое, случае. Да, детство я четко знала, что я буду юристом. Да, что я пойду по папиным стопам или по маминым стопам. Буду микробиологом, но не микробиологом, а врачом. Я думала, что буду врачом, наверное, что мне подходит помогать людям, заботиться о них, лечить, спасать. А потом все-таки я поняла, что естественные науки мне слабо поддаются. Я гуманитарий, чистой воды гуманитарий, история, литература, русский. Поэтому я поступала на юридический факультет, успешно поступила, отучилась. Это как бы с детства я запланировала. И шла к намеченной цели. Да, шла к намеченной цели. Значит, ты целеустремленный человек. Видимо, да. Да, и давай вот перейдем к конкурсам, да, все-таки людям, наверное, интересно узнать о том, как ты начинала, как ты вообще пришла на подиум. Насколько мне известно, вот в предварительной беседе ты говорила, что все началось с мисс ЕГУ, да? Да, уже будучи студенткой, где-то на 1-2 курсе от правкома юридического факультета меня пригласили принять участие в этом конкурсе студенческом. И я, конечно же, пошла. Там обязаловка обычно, да, бывает. Да, обязаловка. Я пошла, приняла участие. Это конкурс не красоты, а, скорее всего, девушки, да? Да, конкурс талантов, способностей, обаяния такого. Все-таки это по линии правкома все это шло. Я в этом конкурсе участвовала, так, спустя рукава. Я думала, что мне все подвластно, я обязательно выиграю. Была очень уверенная, да? Я была как-то так уверена, да. И я проиграла этот конкурс, я его не выиграла. Да, я стала вице-мисс, победила другая девушка. Но тебя это не устроило? Меня это не устроило, я очень расстроилась, виду не подавала. По самооценке, конечно, это был большой удар по моей. Вот. И уже когда подвернулся случай принять участие в конкурсе «Мисс Якутия», это все было очень случайно. Я решилась и пошла до победного. Значит, смотри, если бы ты победила в «Мисс ЕГУ», ты бы не пошла на «Мисс Я бы ЕГУ»? не пошла на конкурс «Мисс Якутия». Я, конечно, за этим конкурсом давно следила, с детства, все-таки, наверное, ты помнишь, конкурсы, они очень были редкие, раз в год. Да. Мы всех знали, участниц, Это все был большой следили, праздник, большое с событие. родителями смотрели по телевизору. Это так большое событие. Вот. И я, наверное, бы не пошла участвовать в этом конкурсе все-таки, если бы выиграла этот конкурс студенческий. Это сейчас в год проходят сотни конкурсов, что сбиваешься со счета, а лица победительниц уже и не запоминаешь.
А в то время действительно «Мисс Якутия» была масштабным проектом. Наступление этого события ждали все. На конкурс «Мисс Якутия» Наташа попала случайно. Подруга попросила помочь с раздачей анкет в одном из учебных корпусов Якутского госуниверситета. Но когда остался последний бланк, а желающих идти на конкурс не было, моя героиня решилась еще раз испытать судьбу. Внутренний голос подсказывал, что в этот раз все должно получиться. По итогам жесткого отбора из 300 желающих на звание самой красивой девушки Якутии боролись всего 20 красавиц со всех уголков республики. Но тут нужно сказать, что моя героиня не стремилась быть самой красивой и самой известной девушкой Якутии. Просто Наталья с детства не любила проигрывать. Ожидала ли ты, что выиграешь? Я себе дала установку еще задолго до конкурса, что я обязательно выиграю. Тоже включила уверенность? Я включила уверенность, да. Каждый вечер я себе проводила аутотренинг, что я должна победить, я должна выиграть, я должна выиграть, я должна выиграть. Я буду мисс Якутия, у меня будет корона на голове. Да, Прямо шли к этой короне? Да, я шла к этой короне, очень хотела выиграть. Я прикладывала к этому все усилия, какие только возможны. Подготовка была долгая до конкурса, почти, наверное, полмесяца или, может быть, даже месяц. Разные съемки были. Я знаю, что в тот год как раз формат конкурса поменялся. Были рекламные проекты какие-то до конкурса, то есть съемки с ювелирными изделиями, съемки там с одеждой, ну что-то такое новое, чего раньше не было. Раньше это было конкурс на сцене, показала себя, все. А здесь уже была доконкурсная работа. Вот. И с девочками очень много мы общались, хохотали, балдели, Но ты обрела много подруг. Это было, да, это обрела много подруг. Хорошо, но получила ли ты, что хотела, кроме короны? Я получила уверенность в себе, в том, что если чего-то хочется и приложить усилия, ты этого добьешься, и этот настрой я несу по жизни. Получив корону «Мисс Якутия», Наталья поехала представлять республику на всероссийский конкурс, куда слетаются красавицы со всех уголков страны. Когда моя героиня собиралась в дорогу, говорили многое – и хорошее, и плохое. Кто-то всячески поддерживал, а были и те, которые пророчили возвращение ни с чем. Но подобная критика только раззадоривала бойцовский характер Натальи. Я давала интервью, по-моему, какой-то газете, и меня спросили, что ты ждешь от этого конкурса? Ты же знаешь, типа наши якутские девушки. Всегда становится первой. Да, не прям так, вот такой вопрос честный. Ты что думаешь? Ну, конечно же, что я реалист, я юрист. Это для меня все так понятно. И, конечно же, я ответила, что я на большое не надеюсь, но приложу все усилия, чтобы достойно представить республику, чтобы добиться чего-то. Мы поехали как раз в тот год с первой вице-мисс. Велена Павловна. Да, с Веленой Павловой, вот на фотографии. Вот Велена, вот я. Это был, мне кажется, вообще решающий момент. Единственный вариант, единственный момент, когда две участницы поехали. Да, то есть мало ли, может быть, она должна была стать мисс Якутия или я. Ну, мало ли. Ну, вот обе мы поехали принимать участие. И уже на конкурсе, вот мы вместе с ней жили, вот все вот эти испытания вместе проходили. Вот все эти испытания. Да. И уже в финале, ну что я ощутила? Гора с плеч и такой звоночек в голове. Я это сделала. Тоже я работала над собой, тоже это постоянная установка, что я должна что-то сделать, победить, выступить лучше, выше, сильнее, быстрее. Да, мне удалось. Я горда носить титул вице-мисс России. Здорово. Вообще внутри вот этого конкурса как все происходит? Вот обратная сторона. Обратная сторона. Конкурс, все конкурсы, они между собой схожи. Просто посыл разных конкурсов. Это все российские конкурсы. Принимают участие все регионы России. В тот год как раз было, по-моему, 69 регионов принимало участие. Велена представляла город Якутск, я республику. Там те же самые репетиции, разные промежуточные этапы. Он проходил в торговом центре, была площадка, микрофон стоял, и тема какая была? Нужно было задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину.
Ага. Да, то есть это нам объявили минут за 30 до выхода на сцену, по одной участнице выходили. И вот за эти 30 минут нужно было придумать оригинальный, яркий, запоминающийся вопрос первому лицу государства. Ну, я задавала вопрос по поводу смертной казни, про мораторий, что-то в таком роде, да. Ну, да, вот По своему направлению. по своему направлению. Ну, потому что на самом деле это первое, что приходит в голову. Девушки задавали вопрос, почему у вас только дочери, почему у вас нет сына, планируете ли вы сына, предположим. Несколько легкие такие вопросы. Да, или какой вид спорта вы предпочитаете. Ну, это все так прозрачно и легко. Ну, вот у меня был немножко по специальности вопрос. Да, вот. Ну, и вот в таком. Ну, как ты думаешь, это служило вот именно трамплином к титулу? Да, вот в этих конкурсах мнение членов жюри составляется до самого финального шоу. То есть до конкурса... Неважно, в каком ты платье, да, как уже не важно, пройдешь. упадешь на сцене, не упадешь. Уж до конкурса члены жюри принимают решение. Потому что конкурс большой, это шло в прямом эфире 31 декабря по российскому каналу. Это твой необычный тогда Новый год, да? Это мой необычный Новый год, да. Поэтому уже было все заранее известно. Ну, нам, конечно, не объявляли об этом. Просто... Но они для себя определяют, Да, кто будет да. лучше И и кто это достойный. все эфирное время, все быстренько, девочки, раз, два, три. И уже до конкурса за час платье всем распределили и туфли дали. То есть я уже знала, что я в 10 попала. Я в 10 попала, ну, не номинации, там, мисс национальный костюм, мисс фото, мисс то, все. Нет, еще этого не знали мы. Но я в десятку уже попала, и я поняла, ну, По платью. все уже. Ура, Ага. ура, ура. Расскажи про Токио. Токио. Конкурс начался в Токио, потом перекупил Китай, и поэтому вы перекочевали туда, да, финал? Да. Проходил там. После того, как ты становишься обладательницей титула первых 3 мест, Дальше больше. да, дальше больше, да, необходимо принимать участие уже в международном конкурсе красоты, это как обязательное условие. Просто ты уже едешь на него или не едешь. Я согласилась на конкурс, было предложение Miss International и Miss, по-моему, Земля. Ну, я вот поехала на Miss International, на Miss Земля поехала другая девочка. Конкурс изначально принадлежал лет 50 Японии, и поэтому я полетела в Токио. Они, наверное, приняли как свою. Ты похожа на японку. Но мне почему-то принимали за китаянку, мисс Китая, потому что то есть- это было как реалити-шоу, постоянные видеосъемки, постоянно нас Совершенно другой формат. Да, сопровождало человек 10, наверное, вот, с камерами, с микрофонами, редакторов разных, звукооператоров. Вот, и постоянно думали, мисс Чайна, а у меня лента Раша, они такие, Раша, все равно снимали. Сначала мы проживали в городе Токио, тоже доконкурсная программа была очень сильная, очень насыщенная. Посещали мы разные старинные города, например, город Камакура, мы изучали японские танцы, японскую кухню, посещали автозавод Toyota, гордость Японии, вот в таком духе. Не просто фитнес-диеты, да? Да, нет, вот не именно просто. Действительно познавательная поездка. Да, это была моя первая поездка в Японию. Под большим впечатлением я была, все в новинку, тем более конкурс международный, и слабовато у меня было знание английского языка, хотя я готовилась к конкурсу, целое лето с репетитором занималась. Конечно же, я нашла девочку, которая говорит по-русски. Я, да, близко познакомилась с мисс Латвии, и вот мы с ней вдвоем покоряли этот конкурс. Я как она и я, мы обе вот вышли в финал. Такие достойные, все красивые, у всех костюмы потрясающие, у всех по 4 чемодана багажа. Я как бедная родственница всего лишь с 2 чемоданами приехала. Оказывается, нужно 1 чемодан для обуви держать, 1 чемодан там для костюма. Это ты узнала все там? Это я все там узнала, да. Все вот так. Вот мисс Индия, предположим. Какие красивые девушки, да. Ну, международный, наверное, уровень совершенно другой, да? Да, Совершенно уровень другой. И требуют больше, и занятия эти постоянные с утра до вечера. В Японии проходила тур, связанный с национальными костюмами, с культурой своей страны. Благотворительные были мероприятия, мы посещали школы, разные пансионаты. Например, выступление в национальном костюме, когда у меня проходило. Мне уже
тогда присудили звание «Мисс Доброй воли». Да, это, к этому титулу я шла, наверное, долго. До этого титула у нас было телерадио «Мост», такое с участницами, когда поднимались острые вопросы, связанные с политикой. Как раз взрыв в Беслане был в школе, и эти все вопросы я поднимала, рассказывала. Ну, в таком духе. Это посыл несла, добра. Все-таки Miss International перед тем, как ехать на конкурс, присылает тебе ряд правил и ряд требований. Одно из требований было, как вы видите победительницу Miss International, какой посыл она должна нести в мир, что это вообще для тебя. И надо было написать эссе. Ну, вот я эссе, когда писала, уже об этом много думала. Значит, это не просто конкурс Это красоты, не просто, да? Это гораздо больше, да, чтобы действительно шли участницы с содержанием, с каким-то посылом. Да, да, да. Не конкурс красоты, наверное, не стандартный. И уже вот после Японии сам финал, как раз в тот год Китай выкупил этот конкурс красоты. На финал мы полетели в Пекин всем составом. Да. Поэтому... Благодаря конкурсу ты увидела 2 страны. Да, я увидела 2 страны, и тоже вообще, конечно, все в диковинку. Еда, и культура, и девочки, эти чемоданы. И потом вот поселились мы в гостинице 5-звездочной, вот эта роскошь, эти бассейны, эти именные завтраки, какие-то кабыжу, где высчитывается. Это, конечно... Что такое кабыжу? Ну, это вот спортпит, может, ты знаешь, там углеводы, жиры, белки. Вот. Прям индивидуальный подход, калории, да, все вот в таком. И что ты ответила? Ну, как что ответила? Я питалась правильно. Но там... Какую кабыжу ты потребовала? А там вот все заранее уже мы подготавливали пакет документов, пакет требований, ответы, все вот заранее. Просто вот удивительно, что гостиница 5-звездочная, участницы всего мира, это весь земной шар. Кухня была абсолютно адаптирована под каждую участницу. Вот, например, девочка с Монтенегро, у нее свое меню. Я с России, Латвия, ну вот эти славянские страны, у нас свое меню. Япония, Корея, азиаты, каждый свое, индивидуальный да. подход. Вот, например, Сенегал, там Эфиопия, у них девочки там свое, там овощи, предположим, там. То есть все было так адаптировано, интересно, индивидуально. И, конечно, я когда первый раз столкнулась с этим, я вот просто улыбка до ушей, вот так ходишь, все вникаешь, воспринимаешь это, хочется все запомнить, фотографируешь, пытаешься вот все, каждое вот все запомнить, чтобы потом вот рассказать, поделиться. Да, Ты хотела бы вернуться вот в те времена? Да, я бы хотела вернуться, и, наверное, бы себя по-другому уже вела. Может быть, где-то я вот потом уже оценивала, анализировала какие-то свои ошибки, может быть, все лучше. Конечно, это каждый человек пытается улучшить свои возможности. Свалившаяся слава и мировая известность легли на хрупкие плечи якутской красавицы тяжелым грузом ответственности. Чрезмерное внимание к ее персоне привело к мыслям, что она начала испытывать то, что живет совершенно чужой жизнью. Постоянно быть на виду не входило в планы Натальи, ведь у нее были совершенно другие цели и стремления. Безусловно, моя героиня, оглядываясь сейчас назад, говорит, что конкурсы дали многое. Уверенность, умение держаться перед огромной аудиторией, добиваться своих целей и чувство ответственности. Но выдержать этот груз может не каждый. Да, это на самом деле это ужасно. Это очень тяжело. Когда ты к этому не готов, когда это все сваливается на тебя, приходится каждый день бороться с этим и подстраиваться. Самое тяжелое это то, что люди думают, что ты не обычный человек, а какой-то суперчеловек, там поцелованный там в лоб, что у тебя какие-то сверхспособности, сверхвозможности. Все хотят с тобой сфотографироваться, хотят тебя потрогать, хотят что-то узнать из твоей личной жизни. Люди тебя идеализируют, думают, что тебе все легко дается, что ты такая успешная, ты богатая, красивая, ну, девушка, как говорится, с глянца, да? На самом деле этого нет, конечно же. И постоянно чувствовать вот это давление, это очень тяжело. Это нужно очень много сил к этому прикладывать, постоянно ходить с улыбкой, со всеми разговаривать, всех понимать, вникать в их проблемы.
Я обычный человек, абсолютно обычный человек, так случайно попавший вот в эту струю конкурсов и волей судьбы выиграла их. И, конечно, для меня это было шоком, неожиданностью. Я старалась от всего этого абстрагироваться, убежать. Я не люблю фотографироваться, я не люблю публичность. Я всегда чувствую себя неловко в этом. Даже вот газетное интервью всегда кажется, что надо было сказать лучше, может быть, надо как-то там не понравится, может, мои слова, все об этом думаешь. Ну, это просто публичность, это просто публичность и популярность. Просто от всего от этого старалась убежать. Сначала после университета я сразу устроилась на госслужбу. Госслужба уже не позволяет себе такие шалости, как там, съемки или что-то такого рода. И когда уже подвернулась возможность, мой супруг уже как раз жил в Москве, он мне предложил, я, конечно же, уехала. Я уехала и, знаете, спокойно живу до сих пор. Ну, уехала я, получается, очень далеко, теперь я живу уже за границей. На тот момент будущий муж Натальи, трижды титулованной красавицы, стал тем самым спасательным кругом, когда она начала задыхаться от чрезмерного внимания прессы, поклонников, рекламодателей, организаторов мероприятий. Человек, с которым она уже встречалась целых 4 года, в буквальном смысле стал принцем на белом коне. На тот момент избранник моей героини работал в одной из ювелирных компаний в Москве. Но тут надо сказать, что история их знакомства была не банальна. Хотя бы потому, что красавица влюбилась в своего будущего мужа всего за 3 дня. И предложение о замужестве поступило не от молодого человека, как это бывает в стандартных историях любви, а от нее, самой красивой девушки Якутии. Уже интересно? Тогда слушаем дальше. У тебя есть замечательный муж, с которым ты живешь уже много лет, вы друг друга понимаете, взаимодополняете. Вообще, давай вспомним историю вашей любви. Как все происходило, где вы познакомились? С Сашей мы познакомились после конкурса уже, после Мисс Якутии, это в 2004 году примерно. И я сразу поняла, что это мой человек, что я выйду за него замуж. И хочу от этого человека иметь детей. Да, и своей подруге, близкой очень Веронике, на 3-й день нашего знакомства с Александром я сказала, что вот посмотри, запомни, я за него выйду замуж. А Вероника надо мной посмеялась и сказала: за него, что ли? Точно, ты уверена? Я говорю: да. И все. Чем он завоевал? Чем завоевал такую красавицу? Ну, он такой решительный, такой вежливый, интеллигентный, добрый, сердечный. Мы с ним большие друзья, мы с ним партнеры по жизни. Ну, редко найдешь такого, наверное, человека, когда вот как инь-янь, мы подходим друг к другу, иголка с ниткой. Пазлы сошлись. Да, пазлы сошлись. Он, не знаю, я легко его понимаю, он меня понимает. Всегда можешь доверить ему самое сокровенное. Мы с ним друзья. Очень близкие друзья. Уже потом, наверное, супруги. А уже, наверное, потом родители. Да? Уже родители. В этом заключается секрет вашего долгого брака. 13 лет, да, вы прожили? Да. 10 лет еще официально в браке, да, и 4 года встречались. 4 года встречались, и, наверное, бы встречались еще и 6 лет, и 7 лет, но мои родители сказали: Наташа, хватит. Хочешь к нему поехать в Москву? Он уже тогда в Москве работал. Я говорю: конечно, хочу. Он говорит: тогда давай штамп в паспорте. Я Саше звоню: Саша, говорю, папа, говорит, надо жениться, приезжай, давай поженимся. Саша такой вылетает, у него как раз командировка была в Якутии, он прилетел. И во время этой командировки быстренько организовали свадьбу в 7-м небе, пригласили 300 гостей, да, быстренько, да, и сыграли свадьбу. Ну, на самом деле, я свадьбу свою плохо помню, я так сильно волновалась, переживала, и поэтому только смотря на фотографии и видеосъемка свадьбы, вот вспоминаю, вот как это все было. Значит, влюбилась первая ты, да? Ну, видимо, он первый влюбился, ну, он же подошел ко мне, Да. А уже я сразу оценила интересного мужчину, и уже дальше. Значит, ты уже за 3 дня решила, что он будет твоим мужем. Да. Также ты сама предложила: давай поженимся. Да. Ну, получается, точно. Я решительная девушка.
Супруги уже вместе 13 лет, из которых 7 живут в Китае. Наталья и Александр руководят представительством той самой ювелирной компании и работают над его продвижением. Недавно семья переехала в один из самых крупных мегаполисов Китая, а то и мира, в Гонконг. И переезжает семья в другом составе с 2 малышами. Родители-космополиты растят таких же детей. Изучение иностранных языков, умение выживать в условиях большого города, находить выход из любой ситуации – это всего лишь малый арсенал воспитательных инструментов Натальи и Александра. Сегодня ты мама чудесных детей, девочка и мальчик, да, красивые имена. И вот в предварительной беседе ты сказала то, что вы долго думали, прежде чем давать имена. Да? Дочку мою зовут Полина, сына зовут Максим. Кстати, имена мы выбрали именно такие, потому что, так как мы уже жили в Китае, зная китайский менталитет, произношение, что у них нет звонких, например, нет буквы «Р», и подряд много согласных, тоже они не могут проговаривать. Ну да, и поэтому вот имена мы выбирали такие плавные, звучные. Полина, она, например, на английском языке, Паула, на итальянском Пола, точно. Паулина. Например, сына назвали Максим, это Макс. Это любой китаец произнесет и запомнит это имя. Ну, сложно было сына назвать там Владимир, там Вячеслав, Нюргун. Насколько мне известно, какие-то звуки там не существуют. Да, просто не существует этих звуков. А так как мы хотим интегрировать наших детей все-таки в современный мир, пусть это будет, может, не Китай, может, это будет другая страна, имена должны быть международные. А какое будущее вы рисуете своим детям? Где их вы видите? Вот сейчас ты сказала, они будут жить за границей, да? Да, скорее всего, да. Это наша с мужем такая идея фикс. Мы хотим, чтобы дети у нас были космополиты, чтобы они могли жить где угодно. В России, может быть, в Азии где-то, может быть, в Австралии, в Америке. Неважно где, лишь бы в любой стране, чтобы они себя чувствовали комфортно. Потому что вот это мы недавно к этому только пришли. После жизни в России, когда мы уже переехали жить за границу, образ жизни, сама среда, она как-то подталкивает тебя к тому, что ты понимаешь, это же легко, почему я боялась, почему я этого страшилась. И эти страхи отпадают, и ты просто начинаешь жить и понимать, как жизнь-то, она такая же простая, как и, предположим, я в Якутске живу так же, все так же. Да, увы, люди другие, да, деньги другие, цена другая, говорят по-другому, но это все вообще мелочи. Я хочу, чтобы мои дети, они даже не задумывались об этом. Предположим, жизнь бросит их там в Канаду, в Америку. Спокойно, вот Полина или Максим пошли работать, учиться, жить, наслаждаться. Вот так мы хотим, чтобы наши дети жили. «Что посеешь, то пожнешь», гласит народная пословица. Наталья с мужем делает все возможное, чтобы их родители были счастливы. Например, родители Натальи живут вместе с ними, а мама мужа тоже частый гость. Они настолько все дружны, что открывать новые страны всей большой семьей стало доброй традицией. А путешествовать они любят иначе. Снимают жилье, ходят в местные супермаркеты, готовят вместе ужины, знакомятся с соседями и так далее. Эдакое погружение в другую культуру. Сколько лет твоим родителям? Ой, моим родителям уже по 65 лет, а вот Сашиной маме уже за 75 лет. И путешествуют. И путешествуют, и они очень активные. Например, вот до того мы их натаскали, что вот в этом году, в прошлом году мои родители уже сами ездили в Таиланд без нас. Они жили в квартире, сами нашли, уже продуктовые магазины, уже даже сами арендовали уже байки себе с сказками. Все сами. То есть, если они раньше ходили за нами, как хвостик, мы как переводчики выступали, говорили, папа туда, мама сюда, давай это закажем, то закажем, меню даже прочитать не могли. То сейчас, пожалуйста. 65 на байках. Да, на байках. А потом они же ездят, что это там, все новое, интересно. WhatsApp, ты все в Якутск отправляют. Вот я на море лежу, вот я в магазине, вот я хлеб покупаю, вот тут я виноград выбираю. А Сашина мама, так Анна Ивановна вообще активная женщина. Она сама и в Париж, и туда, и сюда. Сейчас она, например, занимается на курсах хомуса. Знаете, есть школа 3-го возраста. Да. Она там, и сейчас она выступает постоянно, то там, то тут диплом, короче. А как вас приняла ваша Большой пример для меня. Тоже хочу быть такой активной. Ну, как приняла?
очень хорошо, с распростертыми объятиями. На самом деле она уже знала же, что я там не Якутия, как-то она с газет уже поняла меня. И Но не просто- было такого прямо это тест пройти не там, было. ага, ну-ка Нет. приготовь там пельмешки там. Нет, Анна Ивановна Пирожочков. очень добрая женщина, она доброжелательно ко мне отнеслась. Я сразу поняла, да, что мы с ней сживемся, что мне повезло, просто мне повезло. Да, и такого сына воспитала. Ну, и можно уже оценку дать ей. Ага, Хорошая мама. Какая она женщина, да? Действительно. Вот, наверное, перенимая вот этот опыт родителей, отношение к вам, да, вот Да. и тебя воспитали твои родители, и мужа тебе вот прекрасного подарила Анна Ивановна, да? Вы передаете это своим детям. Да, мы стараемся, конечно, воспитать детей достойными людьми, в уважении к взрослым. Ну, сложно. Воспитание детей это сложно. Это, конечно, не просто так. Это не просто так, это нелегко. Хочется все вложить, все самое хорошее, саккумулировать и дать ребенку. Но надо подстраиваться под характер ребенка, под его настроение, все-таки возраст. Конечно, вот учим мы определять там причинно-следственную связь, например. Вот это сделала, что вот за это будет? Чтобы она понимала. Например, Полина, она же у меня такая активистка, активная. Вот с водой играешь, значит, она, наверное, прольется, аккуратно играй с ней. Ну, стараемся не ругать, все в гармонии, в любви. Она так сильно любит, например, младшего брата, как обнимет его, чуть не задушит. Конечно, бабушка, дедушка, Полина, ну-ка не трогай, сейчас задушишь маленького. Ага. Все равно надо корректировать, все так оберегать. Хорошо. Ну вот сегодня у тебя есть любимая работа, любимый обожаемый муж, любимые дети, в гармонии со свекровкой, да, родители с тобой рядом, да. О чем ты мечтаешь еще? Есть ли о чем ты мечтаешь еще? Я мечтаю, чтобы все это, что у меня сейчас есть, пронести на долгие годы вперед, продолжать жить в гармонии с собой, с окружающими. Хочу еще детей. Наталья, спасибо тебе большое за интервью. Было безумно интересно с тобой разговаривать, беседовать. Вот тогда я сказала, ты достойная, и сегодня я нисколько не сомневаюсь, жизнь ты еще краше, действительно умнее, содержательнее. И желаю тебе вот, все, что у тебя есть, действительно, как ты сказала, да, продолжалось, никогда не заканчивалось, семейного благополучия, счастья, чтобы детки твои радовали своими успехами и маленькими победами, да, и прекрасное отношение родителей к свекрови, да, вот это тоже оставалось. Ну и, конечно же, оставалось примером для подрастающего поколения, для Спасибо большое. девушек. Да, мне тоже очень было приятно встретиться с собой. Слежу за твоим творчеством. Да, спасибо.